Мое любимое детище, я говорю с тобой из глубины своего существа, потому что ты занимаешь особое место в моем сердце. Я умоляю тебя впитать эти слова всей своей сущностью, ибо они предназначены исключительно для тебя. Я желаю лишь минуты вашего драгоценного внимания, чтобы услышать мой голос среди всех помех. То, что я хочу сообщить вам, имеет большее значение, чем любой другой вопрос, занимающий ваши мысли. Побудь со мной еще немного и открой свое сердце. Позволь мне облегчить печаль, отягощающую твой дух, и изгнать мрачные мысли, преследующие твои мысли. Я держу тебя рядом, предлагая тебе спокойствие и мир, не похожий ни на что другое. Доверьтесь мне, позвольте себе лелеять. Я хранитель обещаний, и мои слова имеют глубокое значение. Я здесь, чтобы поднять вам настроение, вызвать улыбку на вашем лице с каждым рассветом. Когда вы ищете моего присутствия, знайте, что моя привязанность к вам искренна и глубока. Я желаю, чтобы вы не только поняли это и поверили в это, но и испытали внутри себя эту священную любовь, чтобы вы могли заново открыть для себя радость. Я никогда не покидал тебя и никогда не забуду тебя. Это неопровержимая истина, ты в моих руках, ты защищен и защищен. Полностью доверьтесь мне. Мои объятия вечно открыты для тебя, внимательно слушая твои просьбы и молитвы. Приветствуя каждый новый день, откройте глаза, глубоко вдохните и почувствуйте мое всеобъемлющее присутствие. Я получаю удовольствие от ваших утренних приветствий, наполненных уверенностью и доверием. Вы знаете, что я здесь, готовый выслушать и ответить на каждую доброжелательную просьбу, которую вы мне преподнесете. Мне согревается сердце, когда ты ходатайствуешь за свою семью, потому что это имеет большое значение. Не позволяйте вашему вниманию отвлекаться на тривиальные вещи. Когда жизненные испытания заставляют тебя чувствовать себя потерянным, ищи утешения во мне. Найдите выход, когда вы чувствуете себя захваченным и окруженным раздором. Я твое решение. Я не хочу, чтобы вас сковывала тревога или вас охватили беспочвенные страхи. Вы доверились мне, потому что знаете, что я вас не подведу. Держитесь моего слова, храните его в своем духе, держите его близко к сердцу и помните чудеса, которые я сделал для вас в прошлом. Я спас тебя от врагов, вырвал тебя из лап гибели, протянул руку и избавил тебя от опасности. Даже в самые тяжелые моменты, когда казалось, что все потеряно, я возвращался со своим могущественным словом, совершая чудеса, превосходящие воображение. Я еще могу сотворить для тебя много чудес. Верьте в меня, позвольте мне продолжать помогать вам. Я хочу охранять тебя день и ночь. Не позволяй отчаянию пустить корни в твоей душе, потому что я глубоко люблю тебя. Я желаю, чтобы вы получили мой покой и обрели неприходящее счастье. Я вижу ваши слезы и слышу ваши молитвы о благополучии тех, кто вам дорог. Часто вы преклоняете колени и ходатайствуете за других, но редко просите чего-либо для себя. Ваше отношение поклонения и благодарности глубоко оценено. Когда вы предстанете передо мной, сосредоточьтесь на хвале и благодарении за все ваши благословения. Я наслаждаюсь вашим благоговейным духом, поэтому, даже если вы не обращаетесь с просьбами явно,
знайте, что я дарую вам благословения более великие и фантастические, чем вы можете себе представить. Я желаю, чтобы ваша вера оставалась непоколебимой. Я выполню каждое обещание, данное тебе. Когда препятствия пытаются препятствовать вашему пути, не расстраивайтесь. Я держу твою судьбу в своих руках. Вы достигнете своих целей, вы осуществите мечты своего сердца. Ничто и никто не может лишить вас благословения, но ваша вера, преданность и искренность жизненно важны. Ищите меня каждое утро, и когда вы откроете глаза, пусть благодарность и хвала будут первыми словами на ваших устах. Не позволяйте негативу затмить свет, освещающий ваши дни. Я желаю, чтобы вы воспользовались возможностями, которые я привношу в вашу жизнь. Я дарую тебе сверхъестественную способность видеть дальше и понимать добрые планы и мысли, которые у меня есть для тебя. Я знаю, что последние дни принесли тебе боль, и иногда смятение может затуманить твои мысли. Но уверяю вас сейчас, никакого вреда вас не постигнет. Вы не будете посрамлены. Вы победите врагов, которые вас окружают, и выйдете победителем из любой угрозы. Пришло время тебе осознать свою ценность, увидеть себя любимым ребенком Всевышнего. Никто не сможет одолеть вас, никто не сможет встать на вашем пути. Вы уже побеждаете все испытания. Признайте свою победу, не зацикливайтесь на поражение. Я сдвину горы, и ты поднимешься с непоколебимой верой. Ваши молитвы будут наполнены убежденностью и уверенностью, что я отвечу. Вы будете идти с решимостью и силой в своем сердце. Больше нет места унынию и печали. Я понимаю, что семейные проблемы могут причинить вам страдания и боль. Иногда вам нужны минуты восстановления, отдыха и молитвы. Минута тишины, уединения и общения с моим Святым Духом успокаивает вашу душу. Вы не созданы для того, чтобы жить в слезах, печали, ошибках или неудачах. Ты можешь страдать и плакать, но я продолжаю любить тебя. Ты можешь думать, что не сможешь продолжать, но я пришел, чтобы поднять тебя. Вы не будете жить побежденными. Ваше сердце прекрасно и чисто, не держите его во тьме. Выйди на свет, пусть твое лицо сияет радостью, и люди будут выкрикивать мое имя, Иисус, с радостью в своих сердцах. Ты мое заветное детище, отражение моей любви. Я много сделал для тебя и буду продолжать совершать сверхъестественные чудеса, чтобы ты понял, насколько ты значим для меня. Я говорил вам, что у вас больше нет времени на разочарование или отступление. Ты подобен острому наконечнику копья, рассекающему ветры и открывающему пути в страну благословений, которую я тебе подарю. Я расширю ваше духовное понимание. Понимая, что вы являетесь прародителем поколений, вам не следует беспокоиться, если ваше присутствие сегодня останется незамеченным. Даже когда жизненные удары, какими бы болезненными они ни были, выпадают на вашем пути, вы не должны падать духом. Мои щедроты и милости, щедро дарованные вам, не должны пропадать даром. Во всем есть смысл, и у меня есть бразды контроля. Однако ваше мировоззрение и вера имеют первостепенное значение. Они поднимут вас в более высокие измерения. Когда твои силы на исходе, насладись моим словом.
Если вы чувствуете, что не можете продолжать, поднимите взгляд вверх, к небесам. Я вездесущ в небесах и в твоем сердце. Мои благословения не за горами, они прямо перед вашими глазами. Ваше избавление уже близко. Ваша гора проблем рухнет, а ваши противники уже побеждены. А теперь скажи мне, ты веришь и любишь меня? Получив ваш ответ, я сотворю внутри вас огромное чудо. Есть 3 жизненно важных шага, которые вам нужно предпринять сегодня, чтобы успокоить свою душу и рассеять тревоги. Слушайте внимательно, и пусть эти слова звучат в вашей душе на протяжении всего дня, принося вам спокойствие. Во-первых, предложи мне свое сердце без оговорок, с полной искренностью и без страха. Мое намерение – благословить вас вечной жизнью и настоящим счастьем. Я не хочу налагать на вас наказание или лишение за ваши страдания. Мои планы на тебя – процветание, благословение и жизнь, наполненная любовью и заботой. Отдай мне свое сердце, преклонив колени перед моим троном и желая исполнить мою волю. Питайте свой дух моим словом и доверьтесь мне всем своим сердцем. Сомнения и трудности могут приходить и уходить, но мое письменное слово укрепит вашу веру и даст вам силы выстоять. Однако, если вы решите отдать свое сердце частично или когда вам будет удобно, вашей вере не хватит конкретного основания. Ваша жизнь будет потрясена волнами, когда возникнет шторм. Ваши мысли и эмоции будут буйствовать, заставляя вас испытывать взлеты и падения. Это не мое желание для тебя. Я прошу вас отдать мне свое сердце и сохранить непоколебимую веру. Примите решение отдать свою жизнь навечно, и каждый день не будет уменьшаться, а действительно дополнять вашу жизнь, потому что вы будете со мной навсегда, испытывая чудеса Вселенной. Все будет прекраснее и превосходнее, чем вы можете себе представить. Вы получите бесконечные благословения, насладитесь мирной семейной жизнью и вместе столкнетесь с трудностями. Мои благословения достигнут тебя, и те, кто стремится причинить тебе вред, отступят. Награда тем, кто последует за мной, вечный триумф, который уже достигнут. Ваша задача – предложить мне свое сердце, веру и преданность. Я прошу вас сделать это сегодня. Во-вторых, поднимите руки, если можете, или закройте глаза и посвятите некоторое время тишине, чтобы выразить глубокую благодарность. Составьте список своих благословений, как текущих, так и ожидаемых, а также полученных в прошлом. Включайте даже, казалось бы, незначительные вещи, которые придают вам силы и цели. Выражайте благодарность искренне и полностью, даже если вы думаете, что у вас нет благословений. Выразите благодарность за вашу способность сделать это. Этот акт благодарения исцелит вашу душу, сняв повязку, закрывающую ваше видение. Горизонт расширится, открыв многочисленные благословения, которые уже достигли и окутали вас, поддерживая вашу жизнь и давая повод продолжать и сражаться. Они дают вам силы каждое утро вставать и терпеть. Проблемы и борьба могут существовать, но если вы присмотритесь, вы увидите мудрость и рост, полученные благодаря каждому опыту, и то, как расцвела ваша вера. Теперь выразите мне благодарность.
Позвольте мне услышать ваш голос и ваше искреннее слово. Благодарите за жизнь, за воздух, которым вы дышите, за свою семью, за свои нынешние обстоятельства, даже если они не такие, как вам хотелось бы. Благодарите, и вскоре я дам вам руководство на вашем пути. Я покажу новые карты и правильные маршруты, которые помогут вам добраться до места назначения. Но сейчас будьте благодарны здесь и сейчас. Будьте благодарны, даже когда ваша душа плачет. Будьте благодарны, когда вам радостно. Будьте благодарны, когда у вас болит сердце. Благодарите за трудности, неудачи, горькие испытания. Посмотрите на себя в зеркало и поблагодарите себя. Ваше отношение благодарности имеет силу. Благодаря этому сегодня вы станете свидетелем чудес и значительных изменений в своей жизни. Наконец, поделитесь этими словами с другими. Многие вокруг вас могут казаться довольными, но их души страдают, и они балансируют на грани отчаяния. Им может быть трудно найти настоящую причину для жизни. Идите и раскройте это чудо любви, происходящее в вашем сердце. Поделитесь радостью, которая наполняет вас, и тем добром, которое мое присутствие может принести в их жизнь. Когда вы поделитесь любовью, я окутаю вас миром, гармонией, процветанием и благословениями, свободными от беспокойства и долгов. Ваши действия могут быть встречены смехом, но сердца тех, кто вас слышит, будут болеть. Им нужно то, что вы нашли. Они должны знать, что их любят и ценят. Распространите это послание надежды и любви. Пойми, я услышал молитву, которую ты прошептал перед сном прошлой ночью. Слезы смочили твою подушку, когда ты заснул. Когда вы встаете, чтобы встретить новый день, наполненный решимостью и силой, вас больше не одолевают слабость или уныние. Вы обладаете храбростью, чтобы противостоять любому грозному вызову, который осмелится встать на вашем пути. Когда-то там, где жил страх, теперь живет вера. Там, где были сомнения, теперь у вас есть решимость. Еще вчера твои ноги дрожали при одной мысли о невзгодах, но сегодня ты стоишь твердо, готовый победить любое препятствие. Вставай и иди вперед, ибо в твоем духе я разжег горячее стремление к победе. Доверьтесь моей силе, ведь я не только направляю ваши шаги, но и вооружаю вас силой, чтобы выстоять и победить любое испытание. Помните, как бы высоки ни были препятствия, ни одно из них не превзойдет мою силу. Я привел тебя сюда и останусь рядом с тобой во всех твоих битвах и войнах. Благодаря моей любви и силе ты больше, чем победитель. Каждый возникающий враг делает это, чтобы быть побежденным. Я привил вам решимость и решительность, необходимые для преодоления любого конфликта. Независимо от ваших целей и препятствий на вашем пути, вы добьетесь успеха во всех своих начинаниях. Я благословлю вас, расчищу путь и решу проблемы, которые вас обременяют. Я коснусь сердец людей, друзей, семьи, судей, властей, чтобы они благосклонно относились к вам и действовали в вашу пользу. Не бойтесь того, что другие могут сделать с вами. Пока вы доверяете мне и действуете честно, никто не сможет противостоять вам или вашей семье. Помни, я с тобой каждый день до конца.
Мое слово имеет силу исцелять. Сверхъестественной силы, исходящей из моих слов, достаточно, чтобы дать вам жизнь и поднять вас. Возможно, вы чувствуете, что не заслуживаете моего присутствия в вашей жизни, но уверяю вас, ваша вера и смиренные отношения привлекли мое внимание. Я хочу войти не только в твою жизнь, но и в твое сердце. Там я напишу слова исцеления и разорву сковывающие вас цепи. Одним лишь прикосновением моей руки ваша боль, страхи, тревоги и неприятности исчезнут, потому что даже небеса откликаются на мой голос. Я говорю с вами ясно, потому что жажду увидеть ваше счастье, внутренний мир и уверенность в светлом будущем. Когда вы проводите время со мной, вы даете мне возможность заверить вас в моем существовании, моей глубокой любви и моей защите от всякого вреда. Это наследие, которое я хочу оставить вам. Поверьте в меня всем сердцем и примите это. Ваша сила готова и ждет, чтобы вы черпали ее, окутывали моей любовью и преобразовывались исцеляющим и преобразующим прикосновением моего Святого Духа. Теперь встаньте и идите вперед, вооружившись силой моего Святого Духа. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, никто не сможет вас победить. Ты не слабый, ты сильный. У тебя есть моя любовь и непоколебимая вера. Всегда помните об этом. Для тех, кто верит, все возможно. Я люблю тебя, и с тобой все будет в порядке. Поверьте мне, я выбрал идеальное время. Готовясь благословить вас, я устраиваю обстоятельства так, чтобы, когда придет время, вы получили эти благословения без особых усилий. Я дарую вам терпение и мир. Используйте их с умом. Не реагируйте импульсивно на ситуации, подогреваемые эмоциями. Не спешите и не принимайте важных решений, не посоветовавшись со мной. Я не хочу, чтобы вы попали в ловушку или были втянуты в недоразумение. Не заключайте сделок с ложными друзьями. Этим сообщением я подтверждаю, что действительно окажу вам помощь. Пожалуйста, будьте терпеливы. Избегайте накопления долгов. Вы получили свою долю этого. Я не хочу, чтобы вы обременяли свое будущее. Вскоре твоя жизнь будет залита светом, и ты испытаешь мою милость и доброту. Я разрушаю цепи и оковы, позволяя вам жить свободной жизнью, независимой от кого-либо еще. Вместе мы проложим для вас новый путь. Это наша тайна, которой делятся только мы с тобой. Какое-то время держите свои планы и проекты близко к сердцу. Не открывайте наших намерений, ибо вокруг вас много завистливых и нескромных личностей. Они будут высмеивать вас, как и раньше, и пытаться отговорить вас, рассказывая о ваших прошлых неудачах. Но эта эпоха закончилась. Твое сердце преобразилось, и теперь ты зависишь от меня. Вы будете процветать во всем, что вы предпринимаете, и, как я уже упоминал ранее, вы будете благословлены. Двери откроются, и проблемы, которые вас обременяют, будут решены. Я разорву цепи и оковы, принеся мир и процветание без бремени тревог и долгов. Не поддавайтесь влиянию действий других. Пока вы доверяете мне и действуете честно, никто не сможет противостоять вам или вашей семье. Знай, что я с тобой каждый день до конца.
Моего слова достаточно, чтобы исцелить. Сверхъестественной силы, исходящей из моих слов, достаточно, чтобы дать вам жизнь и поднять вас. Теперь Он в вашем распоряжении. Вы не можете продолжать идти, скованные мыслями о боли. Вы не должны продолжать верить в то, что заслуживаете тех ужасных последствий, которые оставили вам ваши грехи. Вы живете в мире страданий, но это побежденный мир. Ты дитя всемогущего Бога, который обещал тебе это. Вы должны доверять. Верьте в Меня с каждым вашим шагом, и в этом мире и его невзгодах вы также обретете победу. Я вижу, что ты до сих пор часами плачешь, иногда даже не зная почему. Позвольте мне рассказать вам, что является причиной ваших страданий. Это глубокое желание вернуться ко Мне. Твое сердце скучает по Мне, твой дух тоскует по Мне, и все твое существо знает, что в разлуке со Мной ты ничего не сможешь сделать. Кажется, будто жизнь ускользает сквозь пальцы, а ты так и не обрел тот покой и счастье, которых так ждал. Кажется, что ваши близкие с каждым днем отдаляются все больше. Помните, я выбрал идеальное время. Доверься Мне, и с тобой все будет в порядке. Я стою рядом с тобой, рядом с источником, из которого текут благословения. Эта вода омолаживает вашу душу, удаляя все следы печали. Выпейте эту воду, пусть она смоет вашу меланхолию, и вы никогда больше не будете чувствовать себя пересохшим. Уверяю вас, ваша вера принесла плоды. Моего слова достаточно. Сегодня вы исцелены. Ты пригласил меня войти, и я сделал твой дом своим. Я останусь здесь, даруя благословение и защищая вашу семью. Я благословлю вас за пределами ваших самых смелых фантазий. Сегодня я чувствую в тебе нотку горя. Я вижу ваше удрученное выражение лица и понимаю, что вам нужны силы, чтобы с новым рвением продолжать свой путь. Нет необходимости проводить свои дни без вдохновения и надежды. В конце концов, я твой отец, и я не нахожусь в далеком месте, вне твоей досягаемости. Я здесь, рядом с тобой, где я всегда был. Иногда ты забываешь, но дай мне руку и встань прямо. Я хочу, чтобы мы немного прогулялись по путям ваших мыслей. Скажи мне, чего ты боишься? Почему ты потерял желание жить? Почему ты хочешь отказаться от своей судьбы? Действительно, мир может быть жестоким. В детстве твои глаза светились любопытством, полным надежды на лучшее в жизни. Вы щедро дарили свою чистую улыбку тем, кого считали друзьями. Но ложь и предательство в конечном итоге разрушили вашу надежду, заглушили ваш смех и разрушили вашу волю к жизни. Твоя любовь запятналась, и ты перестал доверять и верить в Меня. Но уверяю вас, я понимаю вас. Я знаю тебя так же хорошо, как знаю небо. Точно так же, как я могу назвать каждую звезду по имени, мне знакомо каждое время в твоей жизни, каждая рана, даже самая маленькая твоя боль. Мы общаемся на одном языке, и я знаю, что принесет вам утешение. Держи меня за руку, пока мы идем. Я хочу рассказать тебе о месте, где тебя очень любят. Вы носите королевский наряд, ваше имя известно, ценится и вызывает восхищение.
В этом месте любящий взгляд останавливается на вас каждую минуту вашей жизни, днем и ночью. Там питается твоя душа, подобная голодной птичке. Ты истинное Я, потомок Всевышнего, созданный по образу и подобию Творца Вселенной. Не забывайте, даже если вы споткнетесь, у вас есть свое уникальное место в самом красивом месте Вселенной. Отсюда ничто и никто и никогда не сможет вас удалить. Это место глубоко в моем сердце, где ты под защитой. Как мой ребенок, ты имеешь полное право общаться со мной каждое утро. Даже если вы чувствуете себя недостойным, не обманывайтесь ложью. Своей кровью я искупил твою жизнь. Я стер твое прошлое. Повторяю, никто никогда тебя не вытащит, ничто никогда тебя не отстранит, и никто никогда тебя не разлучит с моим сердцем. Ты всегда будешь для меня прежним, мой любимый ребенок. Вы не потерпели поражения. Вы продолжаете сражаться, вы продолжаете жить. Ты все еще стоишь, потому что решил поверить в то, что я тебе обещал. Вы наполнены божественной и сверхъестественной силой, которую невозможно преодолеть. Хорошо запомните эти слова и продолжайте сопротивляться беспощадным атакам врага, пытающегося заставить вас отказаться от своей мечты. Это не удастся. Ты принадлежишь мне. Я защищаю тебя своей могучей рукой и своим сияющим мечом. Ваша победа всегда будет заключаться в моем слове. Посмотрите на себя в зеркало моих могущественных обещаний и будьте уверены, что вас очень уважают и ценят. Самая большая битва – это борьба с собственными эмоциями, которые иногда заставляют вас думать и чувствовать вещи, которые не соответствуют действительности. Если не быть осторожным, они могут сбить вас с толку. Не позволяйте своим чувствам руководить вами. Не позволяйте проблемам, которые вы видите, заставлять вас чувствовать себя побежденным. Не позволяйте плохим новостям или негативным ситуациям наполнять вас страхом. Я всегда контролирую твою жизнь. Я преобразовываю все во благо тех, кого люблю, и ты среди избранных. Своей кровью я очистил тебя. Я наполнил тебя своим духом. Я даровал тебе силу побеждать во всем. Прижмись ко мне своим искренним сердцем. Всегда найди прибежище в моей любви. В этот момент, когда вы получите мое слово, будьте уверены, что даже ваши собственные ошибки будут обращены вам на пользу. Вы больше не будете страдать. Ваша семья будет в порядке. С течением времени вы увидите, как продвигаетесь к мечте, к которой стремились. В какой-то момент вы можете почувствовать усталость. Это нормально, когда проблемы настолько темны, что ослепляют глаза, и ты не видишь, куда идешь. Возможно, вы чувствуете себя побежденным, но это неправда. Я веду тебя за руку даже во тьме. Не бойся, дитя мое. Твой Отец, который любит тебя, никогда не оставит тебя. Скажи мне сейчас, что ты веришь в меня и чувствуешь себя в безопасности в моих объятиях. Я твой Бог, твой Целитель, тот, кто открывает двери и очищает твой путь. Я ваш Кормилец, ваш Защитник. В своих руках я держу твою жизнь и твое будущее. Вы и ваша семья покрыты мантией моей любви.
Сегодня вы ощущаете мое присутствие по-настоящему и мощно. Вы ждали, что я заговорю с вами, и пришли со смиренным и благодарным сердцем, готовые выслушать. Примите эти слова и дорожите ими. Позвольте им наполнить ваш разум и рассеять все напряжения, которое раньше причиняло вам страдания. Сегодня ты идешь уверенно, и даже если ты не видишь меня своими естественными глазами, ты знаешь, что я с тобой. Доверьтесь чудесам, которые я могу совершить в вашей жизни и жизни членов вашей семьи. Предложи мне свою руку, и позволь мне мягко и терпеливо вести тебя по пути, наполненному любовью. В мое царствование утихают бури, успокаиваются моря при звуке моего голоса. Под моей защитой ваш покой и безопасность настолько глубоки, что ночные шумы больше не вселяют в вас страх. Не позволяйте беспорядку в мире сбить вас с пути. Никогда не отпускай мою руку и не отвлекай свое внимание. Каждый день дает ценный шанс продолжить борьбу. Отпустите прошлые проблемы, падения, разочарования и жалобы, освободи свой разум от них. Не нужно нести бремя, мешающее обновлению вашего мыслительного процесса. Начните со своих слов, избегайте членовредительства обидными речами и не позволяйте своей территории рухнуть в результате поражения. Глупые слова могут нанести ущерб невинным жизням, истощить семьи и ввергнуть многих в депрессию. Вместо этого позвольте мудрости течь из ваших уст, слова, которые способствуют росту и назиданию. Никогда не позволяйте противнику убедить вас, что перемены невозможны, что ваше будущее пронизано поражениями и проблемами или что ваша судьба – депрессия и забвение. Для меня невозможного не существует. Держитесь за эту истину, что бы ни случилось. Помните, какими бы пугающими ни казались ваша жизнь, будущее, характер, финансы, семейное положение или семейные конфликты, я могу их изменить. Если вы попросите, я могу начать сегодня. Я не обещаю легкого пути, но я гарантирую вам помощь, поддержку и силу. Я люблю тебя и желаю тебе благополучия. Чудо, которое тебе нужно, я могу и хочу совершить, доверься мне. Я терпел крест на своей спине не просто так. Я знал, что однажды ты родишься и пройдешь путь плетей и презрения. Вы пережили много страданий, причиненных другими, но сегодня я избавлю ваше сердце от всякого разочарования и разочарования. Я уже пострадал, отдал свою жизнь и воскрес за вас, чтобы вы могли воспользоваться возможностью для изобильной, свободной и радостной жизни. Поверьте моему слову, и ваш разум сможет пережить настоящую трансформацию, и поток ясных мыслей сможет течь там, где раньше была лишь путаница. Где была печаль, там будет радость, там, где была депрессия, поднимется горячее желание жить, любить и прощать. Я давно забыл твои ошибки. Отдай мне свое сердце, дитя мое. Посмотри на путь, который я проложил для тебя. Продолжайте сражаться и сеять в этом мире, где вы всего лишь странник, но помните, мое благословение – ваша судьба. Я желаю, чтобы твои ноги шли по пути моей любви. Я искренне умоляю вас отдать мне сегодня свое сердце, и я наполню его радостью. Оставьте беспокойство, омрачающее ваше лицо, и получите силы преодолеть препятствия, которые преследовали вас с детства.
Вы точно знаете, о чем я говорю. Я любил тебя таким, какой ты есть, но я выбрал тебя для победы, для завоевания, для того, чтобы вести других на их пути к их судьбе. Ваше путешествие послужит свидетельством моей воли даже для такого, как вы, с простым сердцем. Возможно, вам будет сложно принять такое огромное духовное богатство. То, что я предлагаю вам, не пустое богатство. Примите это смиренно, будьте мужественны, потому что я спровоцирую множество изменений вокруг вас. Я твоя жизнь, дай мне возможность показать тебе, что я могу полностью тебя преобразить. Настолько, что многие вас не узнают. Они удивятся упорству, силе и счастью, которые они увидят в вас. Прими мое приглашение, отдай мне свое сердце сегодня. Я начинаю мощную трансформацию в вас. Ваша семья, и вы будете окружены гармонией, миром и благословением. Я спасу тебя от бури с победой в руках. Я люблю тебя, и в этот самый момент, прямо там, где ты находишься, я хочу, чтобы ты испытал это. Ваше сердце наполняется этой красивой и глубокой эмоцией, которая наполняет вас радостью и рассеивает печаль. Почувствуйте, как тяжесть с ваших плеч поднимается, и ваша походка становится легче, и вы обретаете новые силы, позволяющие идти дальше. Поднимитесь сейчас, вы не можете сдаться сейчас, особенно когда находитесь на пороге триумфа. Даже когда бушуют бури и ветры сотрясают тебя, под моими крыльями я защищаю тебя, и моя рука охраняет тебя. Я тоже знаю, что такое боль. Я знаю, каково это, когда тебя бросают те, кому ты доверяешь. Я знаю агонию, когда твою душу пронзают когти ненависти, а твою спину искажают кнуты бессердечных. Я знаю, что значит любить до смерти и отдавать свое сердце, даже когда встречаешь презрение. Я понял тебя. Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я хочу, чтобы ты знала, что ты значима, что когда твои слезы текут родником, и твоя душа наполняется грустью и тревогой, я не буду осуждать тебя за минуты твоей слабости. Я хочу, чтобы ты понял, только я могу помочь тебе, когда надвигается опасность. Удалите мысли о смерти и поражении из своего разума, когда опасность приблизится, тьма рассеется, и теперь вы сможете идти уверенно. Сегодня я возобновил вашу радость, укрепил вашу веру, вписал в ваше сердце обещание доверия, дал вам новое видение, новое стремление, основанное на моем слове. Не тратьте время, пытаясь убедить тех, кто приходит вас обескуражить. Они не примут вашу точку зрения, они снова будут смеяться над тобой. Вам не нужны эти насмешники, чтобы продвигаться по вашему пути. Вы идете к победе, они идут к поражению, они уже выбрали свою судьбу. Если тебя осаждает одиночество, если ты чувствуешь, что нуждаешься в поддержке других, помни, что у тебя есть я. Но доверься и наберись терпения, ибо скоро я пришлю нужного человека. Ты важен для меня, я забочусь о тебе, ценю тебя, защищаю тебя и люблю тебя. Еще через несколько дней победа будет в ваших руках. Я никогда не опаздываю, я всегда приезжаю вовремя, когда я вам действительно нужен, в самый лучший момент. Бремя тяжелое, и вы так много размышляете о том, что может произойти, что это разрывает вас изнутри.
Вот почему я хочу, чтобы ты отказался от всего того груза, который несешь на своей спине. Жизнь в тревоге из-за будущего – это не та жизнь, которую я запланировал для вас. Также нельзя опускать взгляд или отвлекаться на свои заботы и мысли. Я провозгласил, что совершу чудо, о котором вы меня просите, и открою двери. Стойте твердо в этой вере, отдай мне свое сердце и позволь мне вести тебя по этому пути любви. Данная информация подразумевает, что я всегда с вами и никогда вас не обманываю. Дни принадлежат мне, поскольку я архитектор ночей. Я замечаю, что время от времени ваш сон нарушается из-за того, что ваш ум бежит по делам, которые я уже держу под контролем. Когда возникает тревога, боритесь с ней. Когда он громко прозвучит в ваших ушах, обратитесь к нему и смело заявите, что в вашем сердце нет страха. Это потому, что вы решили довериться своему лучшему другу, своему Богу и Господу. Вы на себе почувствуете, как страх уходит, и ваша душа освобождается от его подавляющего присутствия. Наконец-то ты сможешь насладиться моим спокойствием. Живите полной жизнью и испытывайте счастье. Уверяю вас, что во время ваших испытаний я своим успокаивающим голосом буду напоминать вам, что моя рука лежит на вашем плече. Чтобы противостоять всем нападениям, я предоставлю вам силу, необходимую для сопротивления. Подтвердите свою веру в меня и прислушайтесь к моим словам. Если я убедил вас вернуться к моему учению, погрузитесь в мои обещания и доверьтесь мне. В трудные времена, с которыми вы столкнетесь на своем пути, помните, вы не сражались так яростно только для того, чтобы сдаться сейчас. Вы должны упорствовать. Я говорю с вами сегодня, чтобы вселить в вас веру, смелость и силу научиться терпению, даже когда кажется, что ваши силы на исходе из-за длительного ожидания. Сохраняйте самообладание, разговаривайте со своим сердцем и убеждайте его, что бояться нечего. Контроль над вашей жизнью, мечтами и судьбой находится в руках вашего любящего Отца. Ветры мира желают, чтобы вы забыли времена, когда я всегда был рядом, чтобы помочь вам, но я приказываю этим ветрам и бурям немедленно прекратиться. Я люблю тебя, никогда не подведу и никогда не опоздаю. Я здесь, готовый протянуть руку и спасти тебя. Ответь мне сердцем, кто любит тебя больше, чем я. Ваши испытания были суровыми. Я вижу вашу борьбу, ваши попытки и ваше отчаяние. Не упускайте из виду тот факт, что вы на протяжении всей своей жизни демонстрировали огромную храбрость. Поразмышляйте над обстоятельствами, которые казались неразрешимыми, но вам удалось их всех победить. С того дня, как ты передал мне контроль над своей жизнью, ты не проиграл ни одного сражения. Итак, утешайте свое сердце и продолжайте доверять. Я понимаю, что иногда бывает сложно сохранять спокойствие и сохранять веру, особенно когда кажется, что все рушатся и споры пытаются полностью поглотить тебя. Но в таких случаях, дитя мое, не обращай внимания на голос врага. Не поддавайтесь запугиванию страха и неуверенности. Продолжайте идти вперед и верьте в мои обещания. Энергия чистая, все блокировки искоренены. 2023 год принесет безграничные благословения и богатства.
Наберите 999, если вы верите, что вот-вот произойдет что-то волшебное. Не забывайте, случайностей не бывает. Ваша жизнь находится на грани трансформации, и огромные благословения уже в пределах досягаемости. Замаскированное благословение уже в пути и прибудет на следующей неделе. Происходит нечто неожиданное, благословение настолько великое, что оно способно революционизировать вашу жизнь к лучшему. Бог заявляет, что Он сосредоточен на новой фазе, где Его невозможно остановить. Все потраченные вами деньги вернутся в приумноженном виде. Настоящая любовь и успех проявятся для вас, когда печаль наполнит ваше сердце и слезы потекут из ваших глаз. Всегда помните 3 вещи: Бог с вами, Бог остается с вами и Бог всегда будет с вами. Напишите «Бог со мной». Знаете ли вы фундаментальную разницу между Богом и человеком? Бог благословит вас и вашу семью лучшей жизнью. Он исцелит каждое место, которое причиняет вам боль, и превратит все ваши неудачи в невероятные жизненные повороты. Бог говорит: «Я видел вашу борьбу, я видел ваши слезы». Доверьтесь мне, за каждую слезу у меня есть благословение для вас. Введите 222, если вы верите в Бога. Иисус говорит: «Я знаю, что ты, возможно, устал. Но неси свой крест за меня не только по воскресеньям, но каждый день своей жизни за меня, а не за себя, и ты испытаешь множество благословений». Введите 55-55, если вы верите в Иисуса. Дорогой Господь, сегодня дай мне силы, которые мне нужны, чтобы встретить следующую неделю. Позволь мне ходить в вере и в Твоей силе. Пошли своих ангелов защищать и присматривать за мной, пока Ты ведешь меня к моей божественной цели. Благослови все, на что я возлагаю руки, помоги мне любить так, как Ты любишь, помоги мне прощать, как Ты прощаешь. Ты призываешь нас привести других к Тебе, но моя гордость иногда мешает мне сделать это. Помоги мне отбросить свою гордость, чтобы я мог исполнить Твою волю. Во имя могущественного Иисуса я молюсь. Аминь. Ангелы говорят, что кто-то прилагает огромные усилия, чтобы доставить неприятности вашей семье, потому что они хотят увидеть, как вы плачете, и попросить их о финансовой помощи. Бог говорит, что Он хочет, чтобы вы всегда были в безопасности и защищены от любого вреда. Есть люди, которые не видят вашего прогресса и победы в жизни, но Он пообещал, что разрушит их планы против вас. Доверьтесь Ему, впереди вас ждет прекрасная жизнь. Он так тебя любит. Поставьте лайк этому видео, если вы верите, что Бог говорит, что это ваш сезон выздоровления. Он вернет все, что украл у вас враг. Завтра вы получите потрясающие хорошие новости, если посмотрите это видео целиком. Вы вернете себе мир, процветание и цель. То, что вы потеряли, вернется к вам. Введите 1111, если вам это нужно. Бог говорит, что следующие 3 дня будут наполнены удивительными благословениями, открытыми дверями и милостями, которых вы никогда раньше не видели. Подпишитесь на наш канал, если верите в Бога. Ваша финансовая, любовная и духовная жизнь будет процветать в ближайшие недели. Введите 1010, чтобы потребовать его.
Ваше имя упоминается в местах, куда вы еще не ступали. Бог совершит в вашей жизни что-то невероятное. Поздравляем, ваша жизнь скоро изменится. Вы получите ливень благословений, исцеления, любви и новых возможностей. Бог говорит, что 2023 год станет для вас годом восстановления. Он восстановит ваше здоровье, отношения, финансы и благословит вас и вашу семью на благополучную жизнь. Пишите в комментариях 1212, если вам это нужно. Бог говорит, что когда жизнь становится трудной, не теряйте надежду. Оставьте свои заботы Ему. Он решит все ваши проблемы и подарит вам вечный покой. Я заявляю вслух, что я распят со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Жизнь, которую я теперь живу во плоти, я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. Сегодня никакое оружие, созданное против вас, вашего здоровья, вашего времени, вашего разума или вашей семьи, не будет процветать во имя Иисуса. Аминь. Подтверждая последние новости, март, апрель, май и июнь будут наполнены благословениями, позитивом и хорошими новостями. Дорогой Божией, когда меня окружают беды, я не боюсь. Я верю, что Ты всегда рядом со мной. Твой Дух приносит мне утешение, Твое Слово наполняет меня надеждой. Спасибо за Твой мир и руководство. Я доверяю и верю, что Божий план всегда для моего блага. Просто введите 222, если вы верите в Божий план. Скажите вслух: «Господь Иисус, сегодня я предаюсь Тебе. Моя жизнь принадлежит Тебе. Прости меня за мои грехи, омой меня своей кровью». Завтра, когда проснешься, проверь свой телефон. Ты получишь одни из лучших новостей, которые ты можешь получить. Я когда-либо слышал. Не рискуй пропустить. Дитя мое, я говорил тебе, что никогда не подведу тебя. Береги то, чем я тебя благословляю, цени и люби от всего сердца. Я люблю тебя. Комментарий: я люблю тебя, Боже. Я молюсь, чтобы Бог никогда не убирал свои руки от меня или моей семьи в 2023 году, потому что Его любовь и благодать никогда не заканчиваются. Его математика – это оружие. Как христиане, мы боремся против него и его агентов со Словом Божьим на устах, молясь и провозглашая, что Иисус – Господь. Бог говорит: «Я принесу здоровье и исцеление, я исцелю свой народ и позволю им наслаждаться обильным миром и безопасностью». У меня есть невероятный план для планов вашей жизни, чтобы процветать, исцелять вас и вытаскивать вас из этого стрессового ситуации. Бог говорит, что когда придет время, Он сделает это. Он проложит путь, когда все кажется невозможным. Он исцелит вас, восстановит, укрепит вас и даст вам надежду. Наберите 333, если верите. Бог говорит: «Я могу изменить твою жизнь сейчас. Я глубоко люблю тебя, и еще до твоего рождения я запланировал что-то значительное для твоей жизни. Я никогда не брошу беспомощного ребенка. Я заботился о вашей жизни весьма необычным образом. Я наблюдаю за каждой деталью, каждым моментом. Я всегда рядом. Не позволяйте печали занимать больше места.
Наполните свое сердце радостью и продолжайте свой путь с глазами, наполненными верой, потому что победа гарантирована. То, что я приготовил для вас, превосходит ваши самые смелые фантазии. Я люблю тебя, аминь.